Здравствуйте, это Площадь Свободы и Руслан Тотров на крыльях. Сегодня, поскольку дни такие, поговорим об осетинской исторической памяти, государственной независимости и союзниках, с которыми никакие враги не нужны и не страшны. Обо всем этом прямо сейчас, здесь, на Площади Свободы. Август 2008-го. Это было как будто бы днями, а уже целых 12 лет прошло, время неумолимо. Одна из немногих, и сейчас вообще без какой бы то ни было негативной коннотации, скреп осетинского национального самосознания. Как там говорили те, кто был до нас, только перед лицом смертельной опасности и великого врага сплотятся они. Осетия выдержала, натурально отстояв право на свободу кровью отцов и страданиями матерей. Один из тех редких моментов единения, когда нет южной или северной, а есть только одна неделимая Осетия. Но это все больше в сознании, а не на бумаге. На бумаге как раз геополитика, о которой мы поговорим позже. На юге порой обижаются, что север, дескать, не с той дотошностью или без нужного градуса усердия вспоминает трагические события. Делегацию, например, из Владикавказа в Цхинвал не отправили. Или отправили, но недостаточно представительную. Но тут нужно помнить, что обида эта, она направлена в основном в сторону чиновников. Чинуши чинушами, но ведь есть еще и обычные люди. Ну смотрите, поздний вечер пятницы 7 августа, самый центр Владикавказа. Акция памяти, зажженные свечи, участники пятидневной войны и очень много молодежи. Сюда никого не сгоняют, это не митинг какой-нибудь государственный, где явка обязательна, нет. Молодые люди пришли, потому что они помнят и знают. На следующий день, 8 августа, люди пришли на аллею славы Владикавказа. Вот вы сможете сходу вспомнить, кто такой Аслан Агузаров? А вот его памятник здесь на аллее. Аслан — это не просто один из тысяч защитников Осетии, но еще и символ великого единения и неделимости народа. В августе 8-го он просто встал и поехал в Цхинвал, несмотря на то, что на юге у него не было ни родственников, ни друзей. Точно так же поступили еще сотни других добровольцев. Молодежь свою добровольцев отправили в Министерство обороны и, значит, как раз перед 8.08, где-то 6-го отправили, 7-го. И вдруг 8-го такое дело начинается, и нам оттуда наш, значит, командир группы Кочиева доклад звонит и говорит: Владимир, что так и так такое произошло. И мы стали собираться. Мы один народ, у нас нету других никаких этих понятий, чтобы не пойти. Единый народ, там братья, родственники, сестры, мы все связаны вот так вот. Когда я был вот одет строго, я сразу развернулся и сразу в этот спину на Гадьево. И 32 человека отряд, мы две газели. Это не решение, это не обдуманно, это не... Там уже думать некогда. Вот зачем мне это или как мне это? Это уже как машинально, автоматически как бы. Когда я рассуждаю об исторической памяти осетин, то действительно сетую, что часто она коротка, как шаг улитки. События 2008-го, например, в коллективном сознании еще сохранены. Но многое из того, что было до, уже нет. Кто-то забыл, а иные, и это ничуть не лучше, кстати, просто не знали. Вот вам примеры. Рассказываешь тем, кто младше, о страшной зарской трагедии, и в ответ не только ужас от услышанного, но и неподдельное удивление. А мы, дескать, и понятия не имели. Один из самых жутких эпизодов будущего, я надеюсь, Международного трибунала по преступлениям грузинского режима против народа Осетии, а они понятия не имели. Или расстрел грузинскими боевиками мирных осетинских жителей недалеко от Ереда. Еще одна страшная страница хроники геноцида. Но сколько уже было случаев, когда публикуешь эту историю, а в ответ тебе читатели пишут: спасибо, что рассказали, мы даже не представляли, что это случилось когда-то. Ну или самое вопиющее. Столетие геноцида 1920 года, когда каждый 50-й, в прямом смысле слова каждый 50-й осетин, пал жертвой грузинского террора. И снова забыли, не знали,
Вот что это, скажите мне, если не ультракороткая историческая память? Когда заходила речь о грузинах и осетинах, то старики еще помнили, когда в 20-е годы их гнали, и дети умирали, они их под камнями хоронили. Не было возможности, потому что их гнали. И тогда они не смогли противостоять грузинам, хотя противостояли, но без оружия, без ничего трудно было. И они покинули свои насиженные места и переехали сюда, в Орджоникидзе, и так и остались здесь. Это такой маленький эпизодик, факт большой истории, который показал, что маленький народ, мало кто знает его в мире, смог самоорганизоваться, проявил политическую волю, но в своем стремлении к независимости и самоопределению показал, что народ может многое. Не только с оружием в руках, но и методами, признанными международным сообществом. А эта идея, что народ может многое, некоторым политикам не нравится. И не только в Осетии. Я бы сказал, что это борьба с социальной и политической активностью молодежи. Во многих семьях есть старшие участники тех событий, и в этих семьях активно эти события обсуждаются. Молодежь заряжается социальной активностью, начинает понимать, что можно добиться результата, проявив настойчивость и целеустремленность, волю. Но она же современной власти не нужна, такая молодежь. Рассуждая о большой победе 12-летней давности и о независимости, многие, опять же по незнанию или, что хуже, намеренно, обставляют историю так, как если бы никакой Южной Осетии до августа 8-го и не было. Ну так, максимум существовала территория, на которой жили осетины и только. И вот это очень губительная школа мысли. Как минимум, она попирает память тысяч защитников Юга, а как максимум полностью дезавуирует поистине титанические усилия людей, пестовавших осетинскую независимость. И был это далеко не 2008 год, а самое начало 90-х, когда вся Южная Осетия в прямом смысле слова с голыми руками встала на пути грузинских боевиков, защищая свою свободу. Мы же жили в составе Грузии, и нам не давали проходу. Грузин всегда говорил: я грузин, значит, я лучше тебя. Слово, что я ниже, он выше меня. Это они каждый раз подчеркивали. И люди уже накипели, вот здесь было. Сколько же можно их терпеть? И терпели они это долго. И они знали уже, что с грузинами жить им нельзя. Потому что эти грузины в течение 50-60 лет не стали нормальными и не смотрят нормально на всех людей, ёлки-палки, тогда и дальше они будут так продолжать. Значит, против них надо идти войной. В войну они не верили, богамис, что они выиграют войну или что-то такое как-то. Но когда уже видели, что собираются ребята, все, они уже готовятся к войне, тогда поверили. И уже старухи продавали своих коров, все, что у них было, и покупали оружие. Мне говорили мои друзья, что Алихан, плохие будут дела, кровь прольется страшная. И тогда мы с Аликом решили, давай создавать отряды. И создали мы отряд, создавали отряды, вооружали как могли. Младший мой брат доставал нам оружие, покупали за свои деньги, все. И потихонечку, первоначально были без оружия, а потом потихонечку уже вооружались. Молодые шли, знаешь как, лезли вперед, мы их ловили, мы их не пускали вперед. Я говорю, давай назад. Но они лезли вперед, без оружия, без ничего. Вот так они были настроены, это было мощное поколение. Для того, чтобы правильно расставить акценты, давайте определимся с двумя важнейшими в истории Южной Осетии событиями и датами. Итак, освободительное движение в Цхинвале берет свое начало в самом конце 80-х. У истоков осетинской независимости стоял в частности человек по имени Алан Чочиев, политик, философ, историк. В январе 92-го, после многомесячных сражений с грузинскими оккупантами, в Цхинвале провели самый важный в истории Юга референдум. Его главный вопрос звучал так:
Согласны ли вы с тем, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? 99% людей ответили безоговорочное «да». Это 91 год. Я в тот год выполнял функции главы построения государства РИО. И именно для того, чтобы эту независимость сделать законной в континуитете или в правовой непрерывности СССР России и Южной Осетии, нужно было одно правовое звено. Нужен был референдум о независимости Южной Осетии. Тогда, на удивление, среди осетин было гораздо больше людей, понимавших политические процессы. И это заслуга, я считаю, Адаму Нехасу. Потому что, к сожалению, после 93 года понимающих стало гораздо меньше. То есть наш референдум о независимости был проведен в тот момент, когда Грузия еще не была принята в ООН. У нее не было международного правового статуса, поэтому правовые обоснования независимости Южной Осетии безупречны и незыблемы. А когда Звят Гамсахурдия начал противостоять такие, что больше двух не рожат, или больше одного, я уже точно не помню, что это район, наш район, и так, ну, унизил, короче говоря, астинский народ. И астины, знаешь, как были бешеные. В этом деле сильно помог Адам Нехас во главе Чочи Валана. Он, короче говоря, объяснял народу, что такое лишат нас автономии, потому что народ не был политически подкован. Это вот сейчас стали так, а тогда кто думал о политике? Уже 29 мая 1992 года в Схинвале был принят акт о провозглашении независимости. Согласно этому поистине великому документу, территория республики является неделимой, и здесь действует исключительно Конституция и законы Южной Осетии. Кстати, на основании акта были созданы и приняты все государственные атрибуты и институты власти чуть позже. Что ж, фиксируем. Первая из наших двух важнейших дат – это 29 мая 1992 года. До пятидневной войны еще целых 16 лет. Ну а дата вторая – это 26 августа 2008, день, когда Южную Осетию официально признало первое иностранное государство – Россия. Но фактически, давайте еще раз скажем, что суверенное государство осетин к тому времени существовало уже 16 лет. Это политика реверанса. Да, конечно, Россия для Осетии это жизненно важный партнер. Акцент на события августа 2008 года есть демонстрация такой политики. На самом деле 2008 год – это подтверждение статуса, достигнутого в 1992 году. А события 1992 года – это демонстрация того, что Осетия может иметь собственную политику, экономику, а не только обслуживать российские базы. Получается противоречия. Поэтому события 1992 года лучше забыть. Но мы постараемся этого не дать забыть. Еще одна причина – это замалчивание участников, которые были инициаторами и реализаторами идеи независимости. Современной власти нужно продвинуть свои дутые фигуры. А если всплывут фамилии Чочиева, Тезиева, то народу придется объяснить, кто это такие. Появится много лишних вопросов, на которые власть не готова сейчас отвечать. Моветон для современных политиков. Очень сложно, а и даже нелепо отрицать, что осетинской государственности приходится сегодня несладко. Да, нас признали Венесуэла с Уго Чавесом, Никарагуа с Даниэлем Ортегой и парочка тихоокеанских атоллов, но в принципе процесс легитимизации Южной Осетии на международной политической арене идет очень и очень медленно. Но мы же все понимаем почему. Запад сегодня пестует Грузию и, конечно же, не согласится на независимость Южной Осетии или, например, Абхазии. Это неприятно, конечно, но надо просто вести работу и ждать. Сегодня Сирия с Венесуэлой, завтра кто-то еще. Вот, например, Беларусь или Белоруссия, в зависимости от ваших политико-лингвистических предпочтений. Но ведь логично было бы, да? Тут днями ближайший на бумаге союзник России Александр Лукашенко дал огромное интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и рассказал поистине восхитительную историю о том, почему официальный Минск все никак не признает Южную Осетию. У меня никогда
не было проблем с поддержкой Осетии, Абхазии там, и так далее. Несмотря на то, что я преданный сторонник целостности любого государства и Грузии. Я особенно и не задумывался над этим, думаю, господи, ну признает то-то, хорошо, не признает, не признает. Ни жарко, ни холодно, это Южной Осетии будет и так далее. Нехороший факт. Оторвали кусок от Грузии. Хотя там то и население, наверное, человек 30 тысяч, да, всего лишь. Ну, сам факт неприятный после Абхазии. У нас же много многонациональных республик. Я в Абхазии часто бывал. Всегда старался склеить как-то эти отношения. Ну и вот здесь такое. Потом натовцы нас в этот вопрос окунули, меня. Ко мне приехал Хавьер Солана, помните, такой конечно. Был руководитель НАТО. Конечно. Он очень мне понравился, этот старикашка. Он приехал ко мне, и зная, что я человек, в общем-то, откровенный, мы сели с ним в кабинете, и он мне напрямую говорит, у нас есть к вам просьба. Ну ладно, какая? Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию. Ну, начал рассказывать, как все случилось и прочее. Это же все-таки Грузия там, и так далее, и так далее. Я это все понимаю, но почему вдруг вы меня об этом просите? Вы знаете, это он мне сказал, сложилась такая ситуация, что если вы признаете, то наступит этот парад конечно. Признаний. За вами должны пойти другие. И я ему задаю вопрос, Хавьер, а что, если я это сделаю? Вы мне скажите откровенно. А мы же были под санкциями. Да. Под серьезными. Да. Он к этому был готов. Он достает блокнот и начинает мне перечислять. Господин президент, Беларусь будет немедленно отключена от расчетов по SWIFT. О, это серьезно. Это самое серьезное. Это серьезно. Вы говорите, вот эти санкции. Он мне не обещал, что мы санкции с ним и прочее. Он мне просто перечислил, что случится дополнительно. А кому нужен был этот вопрос? Признаю я Осетию или не признаю? Через сутки все бы забыли. А санкции мы бы получили еще больше. Оценили? Оказывается, Североатлантический альянс виноват. Приехал такой старикашка, как сказал Лукашенко, эмиссар, к свободолюбимому картофельному Дону и запретил признавать Южную Осетию. Ну право, Александр Григорьевич, скажите уже откровенно хотя бы раз, что вам, как и другим ключевым союзникам нашей страны, Армении или Казахстану, просто политически невыгодно признавать Южную Осетию. А вы все по старой привычке пеняете на инфернальных западных партнеров. Зачем? Будьте честными с людьми Осетии. Ладно, это механизмы, на которые у нас все равно нет прямого влияния. Другое печально. Уже 3 подряд президента Южной Осетии пытаются слить, я не подберу другого эпитета, нашу государственность и просятся в состав России. И Эдуард Кокойто, и Леонид Тюбилов, и Анатолий Бибилов с разной степенью навязчивости используют этот посыл во время предвыборных баталий. Это при том, что даже Владимир Путин из раза в раз отмечает. Вопрос о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации не стоит. Речь идет исключительно о партнерских и дружественных взаимоотношениях двух государств. Удивительно, но именно российский президент сегодня является большим гарантом того, что официальный Цхинвал не станет, например, частью Алагирского района Северной Осетии, чем южноосетинские президенты. Я помню время, когда я доказывал необходимость празднования 29 мая, дня принятия акта о независимости, и это воспринималось скептически и даже в штыки. Мы все были свидетелями тому, как переписывалась история. Да, на сегодняшний день со стороны международных структур пока нет признания результатов этих референдумов. Нет признания независимости Республики Южная Осетия. Я достоверно знаю причину. Она в том, что нужна правильная, планомерная правовая работа в этом направлении и прежде всего со стороны Южной Осетии при поддержке России. Это просто вопрос методики и времени. Как бы горько не было кому-то признавать, но Южная Осетия – это независимое и уже частично признанное государство. Страна осетин, которую нельзя просто взять и закрыть, несмотря на отчаянное желание некоторых номенклатурных персонажей. Да, я понимаю, что статус сегодняшнего государства Алания неоднозначен и даже отчасти печален.
Смотрите, звучит дико, но официальный Цхинвал уже несколько лет делает все для того, чтобы Южная Осетия была своей для определенных только, а не для всех осетин. В отличие, например, от армян, поляков или евреев, у нас нет безусловного права на гражданство государства Алания. Чем только это позорище власти в Цхинвале не пытались объяснить. Договорились даже до того, что защищают, оказывается, суверенитет страны от неблагонадежных любителей автомобилей с южноосетинскими номерами. Или вот выборы в парламент или сразу президентские. Вы знаете, что такое цен заседлости? Вот его ввели в Цхинвале некоторое время назад для того, чтобы просто банально отсечь от участия в электоральных процессах неугодных осетин из России и так далее и тому подобное. Ну а о желании 3 президентов подряд лишить страну государственности я уже рассказал. Россия для Осетии жизненно важный партнер. Но Россия должна понимать, что ей более выгодно иметь саморазвивающуюся республику, чем марионетку, обслуживающую ее базы. Для понимания траектории развития экономики, политики и государства в целом важно помнить события участников, которые в той или иной степени в то сложное противоречивое время продвигали и воплотили в жизнь идею независимости. Когда государство не развивается, люди уезжают, освобождая территорию. Вопрос, кто ее займет. Возможно, вам покажется, что это все тупик и безысходность, ведь Южная Осетия даже не страна всех осетин. Но именно этот парад абсурда парадоксальным образом делает финал нашего сегодняшнего выпуска, если не полным надежд, то уж точно осторожно оптимистичным. Знаете почему? Да потому что он приоткрывает воображаемый ящик возможностей и показывает, куда именно нужно двигаться стране, чтобы стать наконец-то первым и независимым государством каждого осетина на земле. И это все на сегодня. Уже очень скоро мы встретимся здесь, на площади Свободы. Счастливо!